На приусадебном участке 7 Могушковых настоящий фазаний двор. В специальном вольере из сетки полугодовалые фазаны бегают, летают, резвятся. В таком количестве этих птиц в Ингушетии еще не видели. А почему бы и нет, подумал начинающий птичник и решил открыть свою ферму. Наш руководитель республики, выступая по телевидению во время пандемии, попросил весь народ наш дома посидеть, чем-то заняться. Ну и буквально какое-то время прошло. Прошел сюжет по центральному телевидению. Ну, там показывали, как вырастили какой-то там республики, точно сейчас не могу сказать, фазанов. Думаю, давай тоже начну, что-то сделаю. И для республики сделаю, и для нашей флоры, фауны сделаю это. После семья Могушковых купила инкубатор для яиц и пошло-поехало. В первый год было лишь десяток фазанов, а сейчас их большая стая. Вот это первая партия, которая вот здесь сидит, она им уже по 2 года, в этом году уже по 2 года им. Вот началось это все с них. Часть там, которая бегает у нас, это их приплод. Никакого опыта не было, у меня просто желание было. Вот желание было, чтобы показать, что у нас в республике что-то есть, что-то мы можем сделать. Для гостей, там, чтобы кто-то приехал и увидел, да, вот мы, вот в республике Ингушетия это есть, это есть. Это ж приятно. Самые старшие птицы содержатся в отдельных небольших вольерах. К молодняку их запускать нельзя. Есть опасность, что более старшие особи заклюют младших. Уж таковы законы дикой природы. Самцы, они очень такие, они агрессивны сами по себе, но она дикая птица, ему нужен определенный участок. Вот и поэтому мы им одели эти очки. Они били друг друга у меня одно время, начали бить. Вот когда они начали бить, мы на них одели очки. И сейчас никаких летальных, никакого падежа нету, все исключительно. Сейчас в хозяйстве Багаудина около 600 фазанов. Весь этот молодняк выведен инкубатором. Но несмотря на это, птица так и не приручилась. Да и хозяева к этому не стремились. Главная цель птичника – создать генофонд, чтобы потом выпускать в дикую природу. У этой птицы физиологически заложен этот, будем так говорить, код дикости. И проблем никаких нету. Ее в природу выпусти, она будет буквально несколько минут надо, чтобы они от нас улетели, будем так говорить. Ну а кормим мы их обычным кормом. Это зерно, пшеница, ячмень, кукуруза. Кавказский фазан – птица не капризная. Круглый год ее можно содержать на открытых выгулах, благодаря чему не нужно строить сараи. В еде они непривередливы и едят все подряд. Их мясо-диетическое тушки птицы пользуются популярностью у рестораторов, а из перьев и пуха делают украшения и рыболовные снасти. Различить пол фазанов очень просто. Вот эти пестрые – это у нас петушки, а серенькие – это курицы. Странно, но у людей все наоборот. Кавказский вид фазана считается исчезающим. Раньше их часто можно было увидеть в горных и предгорных районах. Но сейчас популяция птицы сократилась из-за разрешенной охоты. В 2000 году стрелять в фазана запретили, а вид занесли в Красную книгу. От 2 до 3 тысяч в год этой птицы можно уже выводить, выпускать в природу. В нашей республике есть у нас охотхозяйства, которые могут тоже это приобретать. Тем более сейчас у нас вовсю рекламируют, вовсю говорят, что надо развивать внутренний туризм. Мы можем спокойно в нашей республике развивать охотничий туризм. Это тоже подспорье будет, и в республику люди будут приезжать. Я вот так вижу этот вопрос, но будем надеяться, что мне помогут. Будем надеяться, что мне помогут в Минсельхозе, в Министерстве экологии, природных ресурсов. Багаудин Могушков первый в республике, кто всерьез занялся разведением этой птицы. Помимо обычной кавказской, есть у птичника и другие породы фазана. Этот серый больше похож на павлина. Правда, эту породу содержат для эстетики, чтоб гостям показать. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.